С нуля. Так называется документальный фильм, созданный студией «Вавилон-13» при поддержке Крымсоц. Это история 5 переселенцев из Донецкой области и Крыма, вынужденных все начать сначала. Они открыли свое дело, и у них все получилось. Авторы надеются, что опыт этих людей может помочь другим найти себя. Анастасия Ларкина закончила Донецкий медицинский университет по специальности офтальмолог, но выйти на работу не смогла. Летом 14-го вместе с родителями уехала в Хмельницкий. Думала ненадолго, только переждать. Там случайно узнала о гранте Крымсоц на развитие собственного дела. Решила написать бизнес-план кофейни кондитерской. Естественно, в связи с моим образованием базовым у меня не было должных знаний, но пришлось хорошенько поработать в интернете, поискать всю эту информацию. В итоге написала этот бизнес-план, и через несколько недель мне написали ответ на e-mail и сказали, что я стала грантером. За 1,5 года работы кафе, в котором посетителей угощают чизкейками, сделанными хозяйкой, может похвастаться постоянными клиентами. Сама Анастасия уверяет, что за это время ни разу не пожалела о своем решении. Уверена, самые большие трудности уже позади. Главная трудность заключалась в том, что я жила вот здесь, прямо в подвале первые полгода, поскольку не было денег снять жилье. Фильм «С нуля» о таких же переселенцах, как Анастасия. 5 историй о тех, кто не побоялся начать все сначала. У Арсена Журабаева была автомастерская в Белогорске. Теперь он чинит машины в Киеве. Камила Саадат шила платья в Симферополе. Теперь у нее свое ателье в столице. Сама я родилась в Узбекистане, в Андижане, и там я прожила 17 лет. И как раз это был 95-й год, когда мы переехали из Узбекистана в Крым. Оккупация Крыма заставила Камилу снова переезжать и снова начинать все сначала. Я в своей жизни не первый раз начинаю с нуля. Честно говоря, привычка уже выработалась, но не хочется повторять. Хочется основаться уже более уверенно. Конечно, есть и эмоциональные трудности, и материальные трудности, но я думаю, что пока у нас есть силы, надо что-то делать, надо стараться. Студия «Вавилон-13» работала над фильмом 2 месяца. Авторы хотели не только рассказать истории героев, но и понять, что стоит за их успехом. То, что происходит у этих людей в жизни, то, откуда они берут силы, откуда они берут эту эмоцию риска какого-то, что они кладут на карту, то есть чем они рискуют, что они из себя представляют. Мы хотели показать людям, что у этих людей есть потенциал энергии, который полезен всем остальным, что это заразительно. Самым сложным, рассказывает режиссер фильма Александра Чуприна, для нее были расспросы о прошлом. Многим воспоминания приносят боль. Люди, которые попали в беду, они могут быть еще даже иногда сильнее, чем мы, которые живем здесь, у которых все нормально, и мы никогда этой войны не видели. Меня всегда поражает сила, которая есть в людях. И мне кажется, очень часто вот мы, украинцы, себя недооцениваем в некоторых моментах и думаем, что вот у нас как бы сил меньше, чем на самом деле их есть. Война на Донбассе и оккупация Крыма выгнали из дома около 2 миллионов человек. Авторы фильма надеются, что сила и смелость их героев вдохновит других переселенцев изменить свою жизнь. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР.